Мобилизация скрытых возможностей или как спасти IT-сектор Ингушетии от стагнации и утечки мозгов. О развитии IT-технологий в Ингушетии сегодня говорится много и на самых разных уровнях. Победные реляции, отчеты о запуске очередных курсов и красивые цифры создают иллюзию бурного технологического роста. Однако за этим фасадом скрываются нюансы, о которых одни предпочитают умалчивать, а другие просто не имеют о них представления. Если называть вещи своими именами, то развитие IT в республике сегодня свелось исключительно к образовательным проектам. Безусловно, подготовка кадров – это благо. Но полноценное развитие технологического сектора – это комплексный процесс. Это превращение региона из пассивного потребителя технологий в субъект, где эти технологии создаются, внедряются и приносят реальную экономическую выгоду. Этот процесс должен жестко опираться на 4 фундаментальные опоры. Кадры и образование. Инфраструктура, дата-центры, серверные сети. Экономика и целевая поддержка бизнеса. Цифровизация среды, концепция «умный регион» Smart City. В Ингушетии сегодня относительно развита лишь первая опора – подготовка специалистов. Но без формирования остальных 3 направлений вся эта система работает вхолостую. Единственный осязаемый эффект от нынешней модели – неизбежный отток подготовленных кадров. Молодые специалисты, не найдя применения своим силам дома, уезжают в регионы с развитой инфраструктурой или эмигрируют за рубеж. Мы просто тратим ресурсы на обучение людей для чужих экономик. Иллюзия саморегуляции. Надежду на то, что рынок сам все создаст и отрегулирует в наших реалиях, можно назвать либо крайней степенью наивности, либо абсолютным безразличием к судьбе республики. Очковтирательство и самообман отдельных лиц не являются рыночными механизмами. Они не просто не помогают экономике, а наоборот, порождают депрессивные и стагнационные эффекты в экономически активной среде. Проблемы такого масштаба невозможно решить силами одних лишь энтузиастов, на общественных началах или на уровне разрозненных гражданских инициатив. Необходима жесткая консолидация усилий государственных структур, бизнеса, профильных СМИ и всего сознательного гражданского общества. От государственных органов требуется не просто пассивное созерцание, а мощная административно-информационная работа. Открытые семинары, стратегические сессии и форумы с участием чиновников и реального бизнеса должны носить регулярный, а не праздничный характер. В Ингушетии существует колоссальный внутренний спрос на IT-услуги, но он находится в спящем, латентном состоянии. И этот спрос необходимо разбудить. Белые пятна спящих возможностей. Кто-то скептически спросит, чему чиновники могут научить бизнесменов? Прежде чем задавать этот вопрос, пусть и те, и другие ответят на один простой и крайне болезненный вопрос. Как так сложилось, что в 21 веке ни у одного из десятков крупных рынков, десятилетиями работающих на территории Ингушетии, нет ни одного полноценного собственного сайта? Крупнейшие продуктовые и промтоварные торговые площадки региона до сих пор остаются слепым пятном на цифровой карте России. Давайте посмотрим на проблему глазами внешнего рынка. Как астраханские, краснодарские или ставропольские фермеры и оптовики могут привезти в республику свои товары – арбузы, томаты, кабачки? Они банально не видят, куда их везти. Они не могут найти в сети, с кем связаться, сколько стоит аренда торгового места или парковка для фуры. Неужели у собственников этих рынков нет свободных 1520 тысяч рублей, чтобы заказать у молодого ингушского программиста хотя бы базовый сайт? Неужели они не способны платить условные 5000 рублей в месяц за техническую поддержку и обновление информации? Размещение актуальных данных, перечень услуг рынка, их стоимость, наличие свободных площадей, вакансии, средние текущие цены на сезонные продукты – это не роскошь. Это автоматизация, аналитика и базовая структуризация бизнеса. В своем смартфоне любой из нас может за минуту выбрать место и купить билет на авиарейс или поезд за год вперед. Но забронировать и арендовать торговую площадь на завтрашний день ни на одном рынке Ингушетии в режиме онлайн невозможно. И дело не в отсутствии технологий. У нас есть кому делать, выпускники образовательных проектов, и есть кому платить, владельцы бизнеса.
Их просто нужно состыковать на единых коммуникационных площадках, чтобы они, наконец, увидели и услышали друг друга. Перезагрузка внутреннего рынка. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и запустить реальный сектор цифровой экономики внутри республики, необходимо реализовать комплекс прикладных шагов. Стимулирование внутренней цифровизации. Через форсированный диалог исполнительной власти и коммерческого сектора мотивировать крупные инфраструктурные объекты, рынки, ТЦ, транспортные узлы, обзавестись цифровыми интерфейсами. Инфраструктурный приоритет. Предоставить местному IT-бизнесу льготные площадки и преференции для создания технической базы, серверных комнат, локальных дата-центров и кабельных сетей. Поддержка локального поставщика. Административно закрепить приоритет местных поставщиков хостинга, веб-разработки и системного администрирования при распределении государственных и муниципальных заказов на IT-услуги. Профессиональная мотивация. Инициировать ежегодные масштабные республиканские и районные конкурсы на лучшие цифровые продукты, сайты, сервисы, мобильные приложения в различных номинациях. Государственный сектор, коммерция, социальные и творческие проекты. Реализация этих и подобных шагов уже в краткосрочной перспективе даст кратное увеличение стабильных, высокооплачиваемых рабочих мест для местных IT-специалистов и компаний непосредственно внутри Ингушетии. Это сформирует реальную, а не виртуальную емкость внутреннего рынка услуг. Только наработав необходимый объем и практический опыт, коммерческий стаж и технологический базис на внутренних задачах, наши специалисты смогут уверенно выходить на общероссийский и мировой рынки IT-услуг. И вот тогда они станут не эмигрантами, а экспортерами, обеспечивающими приток капитала, инвестиций в товарооборот региона и налоговых поступлений в бюджет республики.